Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 28 мая 2020 года. Посмотрим, что ждет всех нас сегодня. И самое важное, что будет происходить, какие-то неожиданности. Чего они могут касаться? Они могут касаться деятельности, они могут касаться поездок, они могут касаться каких-то очень важных дел, связанных с заключением соглашений, договоров, подписания каких-то важных бумаг. Это может быть сделка, допустим, о купле-продаже, причем это что-то крупное, это может быть, допустим, приобретение недвижимости где-то в каком-то городе или даже в другой стране, когда мы совершенно все начинаем с нуля, когда мы совершенно свободны от прошлых каких-то обязательств. Очень хорошая карта для тех, кто вот долгое время находился в каких-то трудных, стесненных обстоятельствах. Это значит, что все остается позади, вы свободны, вы имеете возможность выбирать свое будущее. Это может касаться и отношений, это может касаться и работы, и денег, да. То есть здесь сложности позади, или вы уже устали от сложностей, просто уже перестаете на них обращать внимание, или же здесь действительно какое-то событие происходит, которое вас освобождает. Это может быть и человек, который вмешивается в вашу жизнь, да, и вы, допустим, можете как-то неадекватно на него реагировать, но он все-таки делает вам добро, скажем так, да, то есть он каким-то образом вас освобождает. В общем, хорошее время для того, чтобы начинать новое, для того, чтобы искать в себе и находить какие-то способности, таланты, для того, чтобы начинать обучение, для того, чтобы находить нового партнера, если особенно вы не в паре, долго ждете человека, вот неожиданная встреча может быть. Кроме того, здесь может быть какой-то сложный выбор, и карта рекомендует прислушаться к себе, к своей интуиции и вообще обратить внимание на знаки, которые сегодня будут обязательно очень ярко проявляться. И именно вот этими знаками судьба вас направляет на нужный, верный путь. То есть, чтобы у вас все было благополучно, хорошо, чтобы была работа, деньги и как бы счастье, да, вот просто нужно слушать себя и чувствовать, вот куда вас больше тянет, да, потому что здесь сама жизнь помогает вам выбрать именно правильный, лучший для вас путь. А что будет мешать? Шестерка пентаклей. Карта говорит о том, что будет мешать ощущение того, что вы уже что-то сделали, уже чего-то добились, уже реализовали себя, и кажется, что вам больше ничего не нужно. Да? То есть будет мешать привязанность к старым каким-то достижениям, к старым отношениям, к старому статусу и так далее. А что будет помогать? Будет помогать у нас паж жезлов, а это значит, когда мы решаемся на новое и не просто думаем, да, но действуем, прям уже делаем первый шаг какой-то сегодня. Кроме того, вот эта карта еще может говорить о важной какой-то информации, связанной, допустим, с интернетом, связанной с другими странами, государствами, да, с информацией из сетей. Это может быть общение через сеть, через интернет, это знакомство через интернет. Также здесь может быть получение, допустим, какого-то результата. Допустим, вы долгое время пытались продать недвижимость и вот продали, деньги получили на руки, да, или, допустим, зарплата, там не знали, будет, не будет, и вот сегодня, допустим, она наконец-то придет, да, то есть будет получена. Кроме того, здесь может быть, знаете, какое-то вот главное место у вас сегодня перед вашими близкими людьми, то есть как-то вам уделяют внимание. Вы как будто всех веселите, вы обращаете на себя внимание, может быть, даже как-то какими-то неординарными поступками, или, может быть, внешность как-то у вас особо выделяется, вы отличаетесь от других людей. Но, в общем, вы привлекаете внимание сегодня. И хорошее время для того, чтобы там вести прямые эфиры, для того, чтобы, может быть, давать рекламу в соцсетях, или вот хорошее время для блогерства. Может быть, если, допустим, вы сегодня захотите начать
заниматься организацией какого-то праздника, тоже очень хороший день для этого. Или, может быть, захотите организовать интернет-магазин, тоже время хорошее для этого. Какой-то пиар-бизнес. Когда вы, допустим, возглавляете какую-то группу, какую-то компанию, да, вот это все сегодня очень как бы на благо вам, да. Давайте посмотрим, что будет во взаимоотношениях. Те, кто в поиске партнера, здесь может произойти встреча с человеком статусным, человеком, который очень себя уважает, он, возможно, старше вас, и человек, который, кстати, может вам помочь как-то в работе, в делах. То есть мало того, что это как бы просто интересный человек, да, это еще и полезное знакомство. Но здесь нужно быть осторожным с этим человеком. Если эта карта проигрывается в положительном смысле, то это хорошо. Но если в отрицательном, то тогда вы можете как-то завязнуть в этих отношениях, впасть в зависимость от этого человека и так далее. То есть не нужно спешить, нужно постараться понять хорошо, кто перед вами. Давайте посмотрим, что будет у тех, кто в паре. Замечательная карта «Мир». Это значит, что вы выходите, наконец, из каких-то сложных ситуаций. Если была ссора крупная какая-то, вот просто никак не могли договориться, то здесь примирение, да, несмотря, не зря эта карта называется «Мир». Кроме того, может быть какое-то достижение у одного из партнеров в профессиональном плане. Это может быть возможность куда-то поехать для вас. Допустим, вы долгое время мечтали выбраться там в отпуск, какая-то поездка должна быть организована, да, и наконец-то вы получаете здесь возможность, разрешение, да, и может быть это, кстати, и переезд, это может быть поездка там в другую страну, да, или может быть просто далеко поехать куда-то можете, или может быть решить какой-то важный вопрос, связанный с государственными учреждениями, какими-то организациями, связанными с вот такой государственной деятельностью, да. В общем, здесь какой-то выход у вас. Давайте посмотрим, чего это больше всего касается. Но больше всего это касается исполнения вашего желания какого-то. Либо это что-то важное связано с вашими детьми, или третий вариант – это исполняется какая-то ваша мечта. Может быть, она не такая уж прям глобальная, да, но для вас она очень важна. То есть вы этому уделяете очень большое внимание, придаете большое значение. Для тех, у кого ссора. А здесь у нас 4 пентаклей. Карта говорит о том, что, скорее всего, вам не стоит сейчас предпринимать каких-то новых мер, потому что вам, скорее всего, нужно все хорошо обдумать. Может быть, стоит подумать, вообще нужен вам этот человек или нет, потому что, возможно, в одиночестве вы даже как-то лучше себя чувствуете. Такое ощущение, что вам надо восстанавливать себя, свои нервы, свое здоровье, да, прежде чем вы вообще начнете с этим человеком говорить и что-то вот менять в ваших отношениях. То есть немножко побудьте в одиночестве, займитесь собой, займитесь своим здоровьем, ощущением себя, да, вот как-то нужно уделить себе внимание. А теперь давайте посмотрим, что будет в работе для тех, кто в поиске работы. Здесь у нас королева чаш. Ну, что здесь можно сказать? Если вы, допустим, человек, который работает там с подсознанием, психолог, эзотерик, если вы человек, который работает в каких-то профессиях, которые помогают другим людям, либо вы спасаете кого-то, допустим, там полицейские, пожарные или еще кто-то, да, вот то здесь есть возможность устройства на работу. А для тех, кто уже работает, 8 мечей. Пока что у вас ситуация не очень простая. Вы, скорее всего, привязаны к тому месту работы, где сейчас находитесь, но, скорее всего, не совсем комфортно себя чувствуете. Может быть, не можете вот выполнять свои обязанности так, как вам бы хотелось, да, то есть, скорее всего, есть какие-то ограничения, большой такой ряд ограничений, которые не дают вам чувствовать себя комфортно. Так, что же здесь нужно сделать, какой вывод? Ну, просто подождать, время еще не пришло, да, то есть вот эти чувства, которые у вас есть сейчас, может быть, раздражение, да, вот их нужно как-то немножко утихомирить, просто пообещать себе, что в ближайшее время
все разрешится, и либо вы сами начнете действовать, либо ситуация сама разрешится. То есть нужно как-то немножечко себя успокоить здесь. Для тех, у кого свое дело, девятка мечей говорит о том, что вы слишком много думаете, но мало действуете. То есть все проблемы у вас из-за того, что у вас слишком много идей, у вас слишком много слов, да, может быть, вы сразу в нескольких направлениях пытаетесь действовать, вернее, думать о том, как действовать, но делаете мало практических шагов, из-за этого могут быть проблемы. Либо сегодня просто не время действовать, а нужно просто хорошенько все обдумать, все варианты взвесить и потом только уже делать какие-то первые шаги. В финансах посмотрим, что сегодня. Восьмерка чаш. В финансах какие-то перемены большие, по поводу чего? Но они, скорее всего, связаны с тем, что происходит в обществе, все, что происходит в государстве, влияет на деньги, да. То есть те договоры, которые раньше были заключены, они уже не действуют, а здесь перемены в них происходят. Может быть, у кого-то будет меняться зарплата, кто-то будет, может быть, задумываться о смене работы или даже новый источник дохода какой-то искать. Кто-то надеется на то, что супруг, супруга, да, получат деньги. То есть здесь вот сложности такого рода. Для тех, кто своим делом зарабатывает, шестерка чаш, но пока что приносят деньги те проекты, которые раньше работали, да, которые вот раньше давали результат. Либо вы к ним возвращаетесь и зарабатываете деньги, либо это еще прошлые проекты, которые вот продолжают работать. Итог дня. Итог дня – карта трансформации и смерть. Это очень хорошо, потому что этот день, видимо, во многом решающий. Но у нас здесь много карт это подтверждает. Много карт, которые говорят о том, что сегодняшний день, он переломный, он меняет вашу судьбу, ваше состояние, ваше настроение, ваши отношения. Абсолютно все, что происходит сегодня, оно закладывает, во-первых, убирает то, что не нужно из нашей жизни, а во-вторых, закладывает основу нашего будущего. Друзья, принимайте перемены, которые сегодня происходят, с легким сердцем, потому что все здесь к лучшему. Всего вам доброго, до новых встреч!